эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Владимир Путин открыл восстановленный Якутии спорткомплекс Докучаевский в ДНР. Расскажем подробности. Всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом в Якутии. Число заболевших выросло на 15%. Какие вирусы циркулируют в регионе? Узнаем подробности. Восхождение к победе. Республиканские спасатели совершили восхождение на самую высокую гору Якутии. Смотрите эксклюзивные кадры далее. Футболист из Якутии Артем Соколов стал мастером спорта России. Приказ о присвоении звания подписал министр спорта страны Михаил Дегтярев. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Президиума Государственного совета о развитии инфраструктуры для жизни в режиме видеосвязи принял доклад главы ДНР Дениса Пушилина об открытии спорткомплекса с бассейном «Юность» в Докучаевске. Это один из восстановленных Якутии объектов в подшефном городе ДНР. Денис Пушилин рассказал президенту России о значимости открываемого объекта для жителей города, который еще недавно находился под обстрелами противника и получил серьезные разрушения. Он поблагодарил жителей Якутии, лично главу республики Айсена Николаева за внимание к объекту и помощь, оказанную при восстановлении социальной инфраструктуры в Докучаевске и Кировском. И, конечно, восстановленный спортивный комплекс абсолютно точно будет являться точкой притяжения для жителей как самого города, так и близлежащих населенных пунктов. Здесь помимо спортивного зала, очень хорошего, комфортного, современного, здесь, конечно же, и бассейн, в котором мы планируем уже, и обсуждали с руководителем объекта, планируем проводить не только региональные мероприятия, но, может быть, и уровнем посерьезнее. По крайней мере, пока об этом мечтаем. Якутия направила 100 пожарных на борьбу с огнем в Забайкалье в связи со сложной пожароопасной обстановкой и режимом ЧС. Как сообщает Министерство экологии и природопользования и лесного хозяйства республики, в регион направлены еще 50 специалистов авиалесохраны из Якутского, Амгинского и Покровского авиаотделений. Это уже вторая группа якутских пожарных, отправленная в Забайкалье. На прошлой неделе туда выехали 50 парашютистов-десантников. Таким образом, общее число огнеборцев из Якутии, борющихся с лесными пожарами в соседнем регионе, достигло 100 человек. В апреле прошлого года была забита первая свая здания школы номер 1 в Якутске. В настоящее время продолжается ее строительство. Родители, выпускники прошлых лет, общественность встретились с представителями ведомств и задали волнующие их вопросы. Даяна Федорова расскажет подробности. Мы очень хотим, чтобы услышали нас, родители. Будет ли в школе столовая? Сохранится ли историческое наследие? Достаточно ли средств для строительства? Эти и не только вопросы волнуют учеников, родителей и педагогов по сей день. Мы поднимаем вопросы именно о финансировании дополнительного оборудования, проведения именно современного ремонта, чтобы не затягивалось строительство. Мы надеемся, что все эти вопросы, они не останутся нерешенными. Представители ведомств ответили на волнующие их вопросы, а также разъяснили, что наполняемость классов составит 23 человека, а также в школе будут открыты классы медицинской направленности. Потребность кадров, она сегодня очень высокая, медицинских работников, врачей, сестер, фельдшеров, акушер-гинекологов. Да, это очень высокое. И то, что сегодня в центральной школе будут именно медицинские классы открыты, это очень большое дело. В настоящее время ведется установка каркаса здания, плит, колонн и окон. Прилегающая территория также будет благоустроена. Планируется выполнить еще очень много работ. Остается внутренняя отделка. Также сейчас ведутся работы по устройству фасадной системы, по утеплению фасада, наружная отделка. Техническая готовность объекта должна быть к сентябрю уже. При возведении планируют сохранить архитектурную стилистику советских времен. Также для того, чтобы сохранить культурное наследие, на фасаде будет установлена табличка с надписью «Здесь была школа номер 8». Мы надеемся на том, что общественность собралась, о том, что здесь будет что-то типа музейного уголка, либо какая-то табличка, где будет написано, что да, действительно, в 40-х годах прошлого столетия здесь была школа номер 8. Наша историческая память, она должна быть с нами всегда.
Четырехэтажная школа номер 1 рассчитана на 253 учащихся. В настоящее время строительная готовность составляет порядка 45%. Каждый день здесь трудятся около 40 рабочих. Объект обещают сдать в конце этого года. В новом здании будут учиться начальные классы и старшеклассники, а среднее звено останется в помещении, где сейчас располагается школа. Всего учатся более 700 школьников. Ввод нового здания позволит перевести на односменное обучение. Даяна Федорова, Джилстайн Накендев, Якутск. В Якутии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано более 9 тысяч случаев, что на 15% превышает показатели предыдущей недели. Лабораторные исследования выявили преобладание вирусов гриппа. Также циркулируют парагрипп, аденовирусы, риновирусы, баковирусы и сезонные коронавирусы. Особенно напряженная ситуация сложилась в Амгинском районе, где за 2 дня заболело 319 человек, большинство из которых дети. В школах Амги и Покровки для учащихся с 1 по 8 классы объявлен недельный карантин. Запрос на медицинские кадры не только в нашей республике, но и в стране, как и всегда, велик. А готовить профессионалов, как известно, лучше всего со школьной скамьи. Так, в Якутии завершился республиканский конкурс «Медицина будущего», где ребята разрабатывали и защищали свои проекты. Тем продолжит Надежда Саханская. Где мягкие ткани, например, очень хорошо видны мягкие ткани, да? Мы видим более четко очерченные формы. Это лишь эпизод из обширной профориентационной экскурсии для школьников, которые прошли финальный этап республиканского конкурса «Медицина будущего». В рамках отборочных соревнований ребята решали задачи, проводили исследовательскую работу, а также писали эссе о том, какой они видят сферу здравоохранения, поскольку представители старшего поколения уже считают их будущими коллегами. Все дети, их было 200 детей, они уже получают 1 балл при поступлении в медицинский институт Северо-Восточного федерального университета. Дети, которые прошли финал, а их 30 детей, они получают 3 балла к поступлению. И это довольно-таки мотивирующий аспект, ведь не секрет, что конкурс на поступление в медицинские вузы и институты довольно велик. Ребята, конечно, немного слушают. А это уже непосредственно мыслительный процесс. Ребята работают над совместными проектами, причем уже из такой командной работы рождаются самые настоящие мини-консилиумы. Генная инженерия, 3D-технологии, нанотехнологии, а возможно даже и какие-то малоинвазивные операции. Об этом всем сейчас рассуждают школьники, которые собрались на финале республиканского конкурса «Медицина будущего». Да и не секрет, что для медицины будущего годятся любые силы и средства. Как знать, возможно, из фантазии о 3D-печати или мыслях о нанотехнологиях появится по-настоящему новое направление в современной медицине. Участники подходят к делу довольно серьезно. Да и на самом деле в медицине не может идти речь о работе, что называется, спустя рукава. Многие ребята, уже определившиеся с профессией, учатся в профильных классах. Моя мама стоматолог, папа врач оториноларинголог. Все время я оставался у них на работе после школы, поэтому много было моментов, связанных с медициной. Так, а у вас как? А у меня семья, династия врачей. У меня прям бабушка, дедушка, все врачи были. Мать, тетя, дядя, все врачи. Я подумал продолжить. И такое поколение юных профессионалов может совершить и массу открытий. Здесь смело можно провести аналогию с препаратами тетрациклинового ряда, которые уже давно заменили более мягкие антибиотики. Так что если мы говорим о медицине будущего, то во главу угла ставится относительный передел сфер применения той или иной технологии для расширения врачебного арсенала. А участники уже сегодня представили свои проекты по обширным темам. От внедрения 3D-печати донорских органов до использования наноботов в медицине. Так что все эти знания и практические навыки тоже помогут ребятам определиться с выбором специальности врача. Надежда Саханская, Станислав Потапов, Якутск. Сотрудники скорой помощи призывают внимание общественности к насущным проблемам. Медики вынуждены мириться с постоянной нехваткой медицинского персонала и неподъемным графиком работы. Тем продолжит Эржен Гармаева.
Говорят, что самые благородные профессии – это учитель и врач. Пожалуй, самая ответственная медицинская специальность – это сотрудник скорой помощи. Без сомнений, врачи, ежедневно спасающие человеческие жизни, заслуживают достойных условий труда. У якутских медиков, к сожалению, здесь не все так гладко. На прошлой неделе терпение персонала станции скорой помощи достигло предела. Сотрудники написали коллективное обращение, где изложили все проблемы. А тут их немало. Медики утверждают, что экипажей катастрофически недостает. На весь Якутск и его пригороды работают всего 22 бригады. У нас дикая нехватка бригад, машин люди перерабатывают. Слишком много подработок, люди устали. И самое главное, самое острое, то, что нет у нас именно, получается, реанимационных бригад. То есть у нас только одна бригада, а должны быть, по идее, у нас 3 минимум. Понимаете, и из-за этого, получается, как бы это ни звучало страшно, умирают люди. С чем мы как раз-таки сейчас и боремся, чтобы у нас было больше реанимационных бригад. Претензии накопились не только у медработников, но и у водителей. На фоне текучки и нехватки персонала переработки бывают настолько большие, что водители дежурят по 240 часов при месячной норме в 120. При этом размер заработной платы не соответствует нагрузке и колоссальной ответственности. Де юре оклад из года в год растет, а де-факто водители получают ту же скромную сумму. Оклад повышается, зарплата остается на том же месте. Потому что повышением оклада убирается одна добавка, вторая добавка убирается. Молодые водители, которые приходят, он на руки получает примерно 45 тысяч. Татьяна Анатольевна написала в Минздрав республики, что у нас средняя зарплата 88 тысяч. Но чтобы получить нам 88 тысяч, это примерно надо работать 20 дней, 240 часов. Эту непростую ситуацию прокомментировала главный врач станции Татьяна Андросова. Действительно, она обоснованная в плане того, что действительно бригада очень напряженно, с высокой нагрузкой работает. Да. То, что оклад прочего персонала маленький, но я работаю в пределах фонда оплаты труда, который выдается на эти оклады. Сегодня коллективу удалось вживую озвучить наболевшие вопросы представителям Министерства здравоохранения и профсоюзу. Сотрудники поставили ряд вопросов, которые действительно их очень сильно беспокоят. Мы, конечно, эти предложения и вопросы зафиксировали. На станции скорой медицинской помощи будет проведена соответствующая комплексная проверка, где мы эти вопросы, которые сегодня поступили, тоже будем учитывать. А пока борьба сотрудников скорой помощи продолжается. Правда, не только за жизни якутян, но и за свои права. Ржана Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. С сегодняшнего дня мы начинаем показ серии новой рубрики из фонда НВК, рассказывающей о героях Великой Отечественной войны из Якутии в исполнении нашего виртуального ведущего. Предлагаем послушать. Имя рядового стрелка Клавдия Красноярова знает вся Якутия, знает вся Черниговщина. На окраине села, на том месте, где погиб воин, стоит пулемет. А в городе Якутске, откуда Краснояров уходил на фронт, возвышается памятник. Каменный солдат глядит спокойно и решительно. Через минуту он шагнет навстречу смерти и бессмертия. 23 сентября 43 года стал днем его бессмертной славы. Наша часть шла в наступление. Несколько красноармейцев, в том числе Краснояров, первыми вышли на опушку леса, откуда через поляну виднелись укрепления врага. Немцы открыли пулеметный огонь. Пули ложились на наших позициях так густо, что дальше нельзя было двигаться. Краснояров вызвался один обезвредить вражеский дот. Он близко подполз к нему, резким движением кинул противотанковую гранату в амбразуру. Немецкий пулемет замолк, но через несколько минут снова ожил. Тогда Клавдий Краснояров, подобравшись к доту, закрыл своим телом амбразуру.
Координационный совет Республиканского штаба комиссии «Вместе к победе» продолжает системную поддержку участников СВО. С начала этого года на фронт было отправлено 83 единиц техники, из них 63 автомобиля, 10 мотоциклов, 5 квадроциклов. За 4 месяца зону спецопераций посетило 19 делегаций из Якутии. Помощь в работе фонда оказывают республиканские ведомства, организации и индивидуальные предприниматели. В настоящее время перед штабом стоит задача по систематизации волонтерских движений. Продолжается работа по приему граждан по социальным вопросам и по взаимодействию с госпиталями. Предвещая знаковую дату годовщину Великой Победы, сегодня Координационным центром Государственной комиссии «Вместе к победе» организована отправка подарочных наборов, местной продукции, отдельные инвентарь для того, чтобы были максимально сохранены все документы наших военнослужащих. И буквально вот со дня на день они попадут в ту точку, от которой пойдет распространение. Пик Победы является самой высокой точкой нашей республики, взойти на которую мечтают многие альпинисты всего мира. В преддверии 80-летия Великой Победы восхождение на гору осуществили республиканские спасатели для установки на вершине Знамени Победы. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Идея покорить самую высокую точку Якутии, пик Победа, давно была у якутских спасателей. И в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне руководство службы спасения обратилось за поддержкой к председателю правительства Кириллу Бычкову. Кирилл Евгеньевич не только поддержал идею восхождения, но и сам присоединился к экспедиции. И 12 апреля 2025 года пик Победа покорился якутским альпинистам. Мы сегодня были подготовленные ребята, профессионалы и, скажем так, любители, но от всех потребовалось, конечно, такой характер проявить, потому что много раз были моменты, что сложности возникали. Все-таки апрель — это такой же период, вроде есть снег, но с другой стороны он очень неустойчивый. То есть многие маршруты, карнизы, они такие достаточно технически сложные получились, но все хорошо у нас завершилось. Организацией подъема занимались профессиональные спасатели, для которых подобное восхождение не просто хобби, а возможность отточить профессиональные навыки. Ежегодно совершаем какие-то поисково-спасательная работа на горах. Обычно при аварийных посадках, авариях летательных аппаратов всегда наши идут в горах. Вот. Ну, иной год бывает 2-3 вот таких случая. Вот, поэтому это позволяет для наших спасателей большую тренировку на их постоянную работу. Подъем и спуск заняли у альпинистов более 18 часов, но все, кто совершал восхождение, остались довольны проделанной работой. И самое главное, что в канун великого юбилея на самой высокой точке Якутии теперь развивается Знамя Победы, как символ памяти и уважения тем, кто 80 лет назад освободил весь мир от фашизма. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Момский район. В Алдане построят питомник для бездомных собак. Решение принято совместно с районной властью, которая поможет городу и деньгами, и проектными решениями. Как заявляют местные депутаты, сооружение быстро возводимо и будет готово к концу лета. Все подробности у Руслана Павлова. Пятый вопрос об утверждении порядка осуществления должностной деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского поселения город Алдан. Собачий вопрос давно стал вершиной всех муниципальных проблем и политических спекуляций. Главы поселений готовы досрочно складывать полномочия, лишь бы закрыть для себя этот гештальт, потому что люди стали хуже собак, а по случаю без него готовы лаять и кусать власть, обвиняя ее в бездействии. Сами же, без зазрения совести, отпускают домашних питомцев на самовыгул, что, кстати, запрещено законом, а животные, в свою очередь, снюхавшись с бездомными собратьями, собираются в стаи и нападают на людей. Вот этот закон, он же, собственно говоря, имеет не только правовой аспект, но и морально-этический аспект, где очень много завязано на людях, на владельцах собак. Собаки же не берутся ниоткуда, мы же это прекрасно понимаем. Но вернемся к сессии депутатов, на которой собачий вопрос в Алдане сдвинулся с мертвой точки. Депутаты проголосовали за строительство приюта для животных. Вопрос обсуждался ранее на совещаниях и комиссиях, и главным его тормозом были деньги, на которые строить собачий дом. Деньги нашлись в виде бюджетного кредита в размере 15 миллионов рублей, который районный бюджет выделил городскому.
Согласно закону, и город, и поселение имеет право построить, ему компенсация происходит за счет бюджета республики. Но мы просто, чтобы ускорить процесс, потому что пока они заявятся, пока проведут экспертизы, а мы, говорится, имея возможность, даем кредит, стройте. А по окончанию строительства они берут за документ, и денежные средства будут возвращены из бюджета республики, и они вернут непосредственно нам в бюджет района, и все. Да, действительно, решение о строительстве питомника, даже правильно сказать, не питомника, а приюта для собак, да, потому что все-таки питомник это немножко другое, приюта для собак решено. В Алдане будет построен новый приют с нуля. Сейчас идет просчет, на какое количество собак, то есть он будет рассчитан на минимум 75 собак, возможно, больше. По планам до 1 августа этот объект должен быть уже введен в эксплуатацию. Собачий приют в городе был, но то история про частный бизнес, которому помогал городской бюджет. Но в данном случае предпринимательский порыв не вынес законодательного бремени в части содержания и ухода за животными, и дело сошло на нет. Бездомных собак стало некуда помещать, истреблять значит нарушать федеральный закон, а еще защитники животных стали обвинять градоначальников вместо того, чтобы предложить конструктив. Ситуация зашла в тупик. Дорогу осилит идущий. В итоге за долгими переговорами и поисками решения проблемы пришли к единому мнению. Приют будет построен из быстро возводимых конструкций. Это допустимо. На сегодня такие документы, позволяющие строить такие объекты, есть. Проект, по сути, уже готов. По большому счету, администрация района выразила поддержку и готовность помочь именно в том числе и по проекту, найти какие-то варианты там возможностей. Поэтому успеем. Реально, но дело в том, что, еще раз говорю, что вот этот 44-й закон можно было сегодня уже начать делать. Но у нас же по закону пока деньги не появились на счетах, пока не разыгрался, это же месяца проходит. Сейчас надо оперативно принимать решение, а у нас, потому что деньги бюджетные. Впрочем, как показывает опыт других регионов, появление приюта для собак еще не значит, что проблема безнадзорных животных растворится. Да, будут ловить, сдавать в приют, а кто-нибудь посчитал, во сколько обходится содержание одной собаки? А это еда, уборка, тепло и свет, зарплата персонала и ни одного человека без определенного места жительства, а специалистов. Это не местная наша программа по содержанию животных. Вот для того, чтобы она работала, необходимо выделять субсидии. Но если этих средств нету, в районе это не предусматривает, бюджет не предусматривает. Это нам вот непосредственно бюджет республики выделяет в этом году, вот выделено в этом, там 9 миллионов рублей. Как хотите, так и работать. Вы посчитайте, просто возьмите, разделите. 12 месяцев. Это получается у нас там грубо сколько недель, сколько дней. Вы все это разделите, и эта сумма на весь район разделите. Ну там, ну сколько копейки, и они вообще, это же еще и построить же надо. А зарплату платить людям, которые ухаживают за этими животными. А медики, кто пойдет за 50 тысяч рублей работать? Никто никогда в жизни не пойдет сейчас. Жребий брошен, и остается лишь ждать конца лета, чтобы посмотреть, как справят новоселье первые из приюта, а дальше будем следить, как им там живется, брошенными хозяевами за добротной решеткой. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Участники Всероссийской олимпиады школьников продолжают обмениваться опытом. Во время круглого стола, проходившего в Доме правительства, сопровождающие тренеры поделились секретами воспитания чемпионов. Инициатором совещания выступил Николай Чесноков, ректор Московской государственной академии физической культуры и по совместительству председатель жюри олимпиады. Присутствующие смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся проведения соревнований. Я считаю, что это очень большой опыт, когда проходит Олимпиады. Это все-таки закрытое мероприятие, на которое невозможно попасть, да, для того, чтобы не отвлекать участников от выполнения заданий. Да. Но сегодня как раз-таки для наших учителей по физической культуре и сопровождающих была возможность, во-первых, посмотреть, как проходит Олимпиада. Они были допущены до места проведения в Триумфе. По легкой атлетике они как раз-таки болели за своих участников, ну и помогали им. Месяц подготовки, опытные наставники и нешуточная борьба. Всероссийская олимпиада школьников объединила судьбы разных людей, в том числе и бывших ее участников. Так, Вероника Кузьмичева сегодня выступает тренером команды Нерюнгринского района. Подробности о нашей героине в сюжете Тимура Карамагорова. Вероника Кузьмичева занимается спортом с малых лет.
Она участвовала во многих республиканских и региональных состязаниях. Когда-то Кузьмичева даже претендовала на звание кандидата в мастера спорта. От мечты потом пришлось отказаться, но время показало, что просто так о состязаниях она забыть не может. В городе Санкт-Петербурге я работала на заводе «Ламо» инженером. Поняла, что это не совсем моя работа. Видно, спорт, которым я занималась всю жизнь, тянет к более активной деятельности. Поэтому появилась школа, дети, немножечко нестандартных жизненных ситуаций, постоянных смен обстановок. Я полюбила очень школу и детей. Вероника также неоднократно участвовала во Всероссийской олимпиаде по физкультуре. Тогда она не смогла выйти в финал, но с лихвой окупила свой энтузиазм уже в качестве наставника, помогая своим подопечным добиться победных результатов. Когда ты сам это делаешь, ты начинаешь замечать тот подвох, который иногда учителя и тренера, на которые они не обращают внимания, можно так сказать. Им кажется все легко, потому что они на это учились, а дети иногда не понимают, что от них хотят. А от них хотят просто самого простого ответа, что физическая культура – это культура общности. Большими успехами в Олимпиаде Вероника обязана своему учителю Виктории Кравец, которая за 25 лет выпустила много талантливых спортсменов. А в этом году Кравец выступила одним из тренеров команды Краснодарского края. 3 года назад я покинула территорию Якутии. Я воспитала так много призеров за свою жизнь и так горжусь своими успехами и результатами. И вот сегодня дети, которые попали тоже в сборную команду Якутии, я почти уверена, что это будут победители. Это те детки, которых я присмотрела с 1 класса. А представителем нюрнбергской команды на сегодняшний день является Кузьмичева Вероника. Это моя девушка, которая с 6 класса готовилась к Олимпиаде, всегда приезжала на республику. Член команды Кузьмичевой Любовь Гавриленко признается, что для нее выступление в финале – долгожданный и волнительный момент, до которого она не смогла бы дойти без своих учителей. Вероника Евгеньевна к нам очень требовательна, но всегда подходит ко всему с умом, с толком, с расстановкой. И она не только распределяет наши силы так, как надо, но и всегда очень чувствительна к тому, что мы испытываем, к нашему состоянию. И поэтому подготовка с ней проходила плавно, моментами очень тяжело было, но мне нравится с ней работать. Но как бы Любовь не выступила, тренер уже научила ее самому главному – не сдаваться и смотреть только вперед. Ну а результаты финального этапа Олимпиады станут известны 18 апреля. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.